Нужно ли собирать в угол использованную туалетную бумагу? Что будет, если просто положить ее в унитаз? В таком случае твоя уборная быстро наполнится. Придется копать новую. Нужно собирать и сжигать. Ну, нужно же самому додуматься до этого. Наверное, кто-то устрашил его, да? Потом, если положишь бумагу в унитаз, то вся канализация забьется бумагами, и у всех будут трудности с прибыванием воды. И еще, заходящий после тебя человек не должен страшиться от увиденного. Нужно заворачивать культурно использованную туалетную бумагу. Потом нужно сжигать по мере наполнения мусорного ведра. Иногда замечаю в некоторых мечетях, прямо на углу, в этой же уборной от сжигания туалетных бумаг, там же на месте закоптился весь угол, стало черным-черно. Так нельзя поступать. Смиренный человек должен сжигать вне уборной, потом нужно постоянно белить. Я вижу, что в отличие от других регионов, мечети Иссык-Куля сравнительно являются чистыми. А вот мы проехали южную сторону Иссык-Куля. Кара-Шаар, Букунбаева, Жениш, Дархан – все мечети побелены. Это я вижу тоже, и остался доволен увиденным. Это первая особенность. В других регионах нет таких особенностей. И приусадебные участки в мечетях не так хороши, но ваш немного лучше. В некоторых местах растут цветы, в основном растут колючки. Это хорошо, но нужно сделать еще лучше. Посадить больше цветов, потому что люди будут говорить, и нужно белить уборную каждую неделю. Известь стоит 1 сом, 58 тыин, щетка 2 сома 60 тыинов. Вода бесплатна на озере. Приносишь воду, заливаешь известь, пыш, все побелишь. Становится все чисто и бело. Зачем тут нужна сельская управа? Для этого потребуется только сообщество в мечети. Правда ведь? Выносите бумаги, сжигайте, поставьте новую туалетную бумагу. В мечеть приходят только верующие люди. От увиденного они впечатляются. Мы должны научиться получать вознаграждение. В Аравии подходят люди и дают тебе воду, приговаривая «Сабиль, Сабиль, Сабиль». Почему? Чтобы получить вознаграждение от Аллаха Свят Он Велик. А у тебя вода бесплатная, есть в туалете. Принеси, наполни водой баклажки. На Иссык-Куле сезон длится 40 дней. Побели уборные раз в неделю. Убирай чисто, не забывай ставить воду. В некоторых местах, например, в Бухаре или в Самарканде, люди смотрят на тебя и предлагают кувшин с водой, говоря «вот вам для совершения истинджа». Вы тоже можете поступать таким образом. Это будет вознаграждение для тебя. Увидев ваши поступки, люди придут к нашей исламской вере, дорогой мой человек. Поэтому побелите, покрасьте, отремонтируйте и ухаживайте. Хорошо? Вы готовы к этому? Поднимите руки. Опустите руки.